Меня зовут Магомед Абубакаров. Я представляю интересы, в принципе, можно говорить, что мы все представляем всех подзащитных наших, всех подсудимых. Де юре я адвокат Бараха Чемурзиева. Говоря про уголовное дело, здесь об уголовном деле очень сложно говорить, потому что оно указания получили сфабриковать данное уголовное дело, но то его сфабриковали так, как смогли. Я согласен с коллегами, которые до меня выступали, что никаких доказательств, каких-либо хотя бы, даже косвенных, в этом деле нет. Это чудовищное обвинение, когда обвиняют людей в создании экстремистского сообщества, участия в нем, организация этого насилия. Хотя, по сути, какое насилие там имело место, абсолютно очевидно, что была провокация. Провокация со стороны властей именно с целью фабрикации данного уголовного дела. И наш судебный процесс это наглядно показывает. По сути, чем занимается это обвинение и что положено, так скажем, в основу этого обвинения, это сам факт, то, что люди собрались, то, что Барах Чемурзиев подал уведомление, то есть, по сути, участие, организация мирного митинга, оно сегодня, эти обстоятельства, этими обстоятельствами пытаются доказать организацию насилия. Здесь неоднократно, уже много приговоров Ставропольский, Железноводский, в данном случае Ставропольского края, суд вынес в отношении непосредственно тех лиц, которые так или иначе применили это насилие. Ни один из них не говорил о том, что их кто-то организовывал. Ни один из них не показывал на наших подзащитных. Это при том, что они также были спровоцированы. Я здесь напомню один момент, который у нас обвинители пытаются утаить. Уведомление Барахом Чемурзиевым подавалось на 3 дня. 26, 27, 28 марта. А в ответе правительства Республики Ингушетия указывается только 1 день. А насчет 27 и 28 числа вообще ни о чем не говорят. То есть они не сказали можно, не сказали почему нельзя. А это уже прямое нарушение того же федерального закона о публичных мероприятиях. Очевидно, что эти люди им мешали. Я имею в виду и Чемурзиева, и всех остальных, которые на сегодняшний день на скамье подсудимых находятся. Им нужно было их изолировать, они прямо прописывали это, что их нужно изолировать, потому что они имеют обширное влияние. Обширное влияние, я не знаю, вот с этим обвинением, как можно деятельность наших подзащитных, например, Барах Чемурзиев, он очень долгое время преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете. Он в 2017 году из-за своих родителей, у него отец инвалид, у него полная слепота, пожилые родители, они все на его иждивении, он приехал в 2017 году в Республику Ингушетия. У него у самого 3 детей, 2 малолетние, а сын, которому уже исполнилось 14 лет, он также является инвалидом. Этот человек всего лишь болел за свою республику и поднимал вопросы, боролся с коррупцией, очень много полезной деятельности было и у него, и у остальных. Но это все вот как-то скомпаковали, и вся вот это вот протестное движение, и только это протестное движение вменяется как организация насилия. Очевидно, что люди мешали, и вот таким постыдным образом они сегодня заключены под стражу. Сегодня у них цель была заключить их под стражу. И сегодня они оправдываются. И, конечно же, да, они хотят вынести обвинительный приговор по этому делу, так же, как составили обвинительное заключение. Единственное, на чем держится это обвинение, это показания засекреченных каких-то свидетелей, которые, 2-3 человека, можно по пальцам пересчитать, которые просто говорят, что они были там на митинге, и им кажется, предположения, догадки у них, им кажется, что это насилие кто-то организовал. Это прямое противоречие нормам закона, хотя, я так понимаю, и это уголовное дело свидетельствует об этом. Здесь
законами не пахнет, и те, которые инициировали это уголовное преследование, они в первую очередь сами нарушают этот закон. Единственная возможность сегодня как-то повлиять на этот процесс – это общественное давление. Общественное давление в правовом поле. И они в любом случае собираются вынести обвинительный приговор. И это очевидно, потому что то, как у нас прокуроры сидят, и у нас каждый раз, по крайней мере, и аудиозаписи ведутся, и они освещаются. Наглядно видно, насколько обвинение само верит в то... Обвинение само не верит в то, что делает. Они, я не знаю, как сами себя высмеивают этим обвинением. Поэтому это, к сожалению, такие дела в России, вот и с подобными засекреченными свидетелями. С одной стороны, это вопиющий факт, когда сегодня реализация конституционных прав, свобода слова, свобода на мирное собрание, выражение своего мнения, сегодня у нас преподносится, это очевидно по этому обвинению, как преступление экстремистской направленности. Ну, мы очень сильно надеемся, что все-таки как-то сможем достучаться, и чтобы справедливость восторжествовала, и все наши подзащитные были освобождены, чего очень власти сильно очень не хотят. Поэтому, я думаю, вместе с поддержкой всех людей, всей общественности мы как-то сможем добиться справедливости.